Привет всем! Поговорим о комиксе «Якутск параллельный», авторами которого являются Гордей Спиридонов и Роман Марков. В частности, я хотела бы рассказать о второй части данного проекта. Первая часть комикса была выпущена 3 авторами. Это автор идеи Гордей Спиридонов или Хоррор Карфогус, основной художник Роман Марков и Егор Лавров. Вторая часть, она вышла в цветной обложке, и весь комикс в целом цветной. Первая часть комикса, обложка цветная, а сам комикс черно-белый. Он такой более аутентичный, олдскульный, и в нем присутствует, мне кажется, больше нуара, больше такой жесткий мужской комикс. Нет никаких женских персонажей, только раскрывается тема Якутска параллельного. Герой только попадает в Якутск параллельный, и начинается вот вся эта история. Вторая часть, она вышла, было много спонсоров, которых вы можете рассмотреть, но вы, наверное, не сможете рассмотреть, потому что комикс разлетелся как горячие пирожки, и сейчас, наверное, их можно найти только, экземпляр можно найти только в библиотеке, как sold out, как говорится. Или можете немножко узнать некоторые моменты, некоторые спойлеры в данном видео. Во второй части появляется, что меня очень радует, оригинальный женский персонаж. И в отличие от других женских персонажей, которые рисует Роман Марков, ссылки на авторов данного произведения я оставлю внизу в описании. И вы далее можете посмотреть их инстаграм, и далее можете найти их паблики ВКонтакте и узнать, над чем они работают, о чем пишут, о чем рисуют, какие идеи и проекты имеют. Вот. Вторая часть, там есть много отсылок, начинаются спойлеры к работам Миядзаки. Например, вы могли видеть рекламный баннер, где один из героев комикса Дон стоит на остановке, как в том моменте в аниме Тотора, когда герои стоят на остановке и ожидают автобуса. Также мне очень нравится в самом начале, когда происходит вся эта какофония в старом автобусе. Там очень красиво, все очень мелко, детально, все нарисовано. И есть отсылки и на известных якутских блогеров того времени. Есть отсылки на исторические памятники. Есть интересные изображения других женских персонажей. И также эта история, думаю, понравится, конечно, истинным аборигенам города Якутска, поскольку я сама не проживаю в Якутске, то не могу понять некоторый стёб, некоторый сарказм, некоторую любовь к этому маленькому городу, потому что как бы, если ты там не жил, то не можешь все это прочувствовать. А если вы там живете, то рекомендую этот комикс, а также рекомендую всем тем, кто проживает вне Республики Саха-Якутия, потому что работа выполнена красиво. Оригинальным автором идеи является Гордей, или подсценический псевдоним Хоррор Карфогус, и в нем главный герой, он мне так сильно не нравится, как понравилась вот главная героиня. Ну, возможно, потому что я тоже особь женского пола, но в отличие, я хотела вернуться к тому моменту, от героев, от других женских персонажей, которые присущи творчеству Романа Маркова, данная героиня является такой очень колоритной. Она вообще другая вот от тех барышень, которых рисует роман, но в таком этнографическом, национальном, культурном, историческом стиле. Это оригинальный женский персонаж, он с ярко выраженными глазами, с ярко выраженными губами, с каким-то своим особенным макияжем, с волосами, с одеждой, как человек современного мира. И выглядит очень ярко, и хотя
персонаж, на первый взгляд, он немного такой вялый, немного такой сонный, немного даже как будто пессимистичный, но на самом деле за этой девушкой, как мне кажется, сокрыт очень стоический, такой весьма сильный персонаж с отважным сердцем и, думаю, верностью. Ну, надеюсь на любовную линию, но не удивлюсь, если в третьей части, а когда же будет третья часть, спрашиваете у авторов, возможно, сольют персонаж за тем, чтобы удалить некоторую ромашковость, некоторую мимишность, некоторую ванильность сюжета. Но думаю, что надеюсь, что этого не произойдет. Так, что же еще можно добавить, проспойлерить? Если вы посмотрите, откроете, перейдете к последним страницам, там у нас открывается портал, куда, наверное, падают главные герои и главная героиня. Вот мне очень интересно, сразу же становится понятно, что нас ждет прода. Вот когда же прода, будем посмотреть, будем ждать. Таким образом, я, подытоживая, хочу выразить свою благодарность мероприятию, которое называется «Комиксмания», где можно познакомиться с новыми и старыми, уже опытными комиксистами, мангаками, начинающими комиксистами, просто любительскими художниками на уровне любителя. Все они приходят туда, показывают свои скетчи, зарисовки. Там же онлайн можно посмотреть, как рисуются шаржи, скетчи. И вот там я увидела эти творческие группы Нордика, творческие группы А4 или Ачмен, как они себя называют. И Якутск параллельный, значит, это история, как говорится, название говорит само за себя. Это о параллельном Якутске, то есть параллельном мире. Но исходя из уровня своего, не скажу IQ, на уровне своего мозга, мне кажется, в этой истории много стёба, много таких подводных намеков на строение нашего общества, о строении современного социума, об отношениях, о каких-то казусах, о недостатках системы, но в целом для среднего читателя, как мне кажется, это мистическая история, квест, путешествие среднестатистического такого человека, главного героя парня, который попадает из обычного мира, но из обычного его привычного городка в мир странный и который является его родным городом, но абсолютно чужим и в каком-то смысле опасным местом, где он учится жить, приспосабливаться и ищет выход обратно домой к себе. Так, я спрашивала у автора идеи данного проекта, у хоррора, когда же будет прода, и даже не спросила так, а как же выйти из параллели, на что он мне написал, это было в соцсети. Смотрите, читайте в третьей части. Так, будем ждать. Спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк. Если вам понравился данный стиль ведения вот этого видео последнего на примере, то пишите об этом в комментариях, что вы еще ждете, что вам интересно, может, другие работы. Все ссылки на авторов я оставлю внизу в описании. Итак, всем здоровья и счастья, любовь изучите сами. Пока-пока.